Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Продолжение избирательного процесса. В России идут трехдневные выборы. Сеянцы из тайги. В Ленском районе Якутии ведется активная лесовосстановительная кампания. Временное жилье теперь не постоянное. 90 семей Горного района получили новые квартиры по программе переселения из аварийного жилищного фонда. В Якутии идут трехдневные выборы 3 уровней – федерального, республиканского и муниципального. В этом году республика будет выбирать депутата Государственной Думы по Якутскому одномандатному округу номер 24. Также пройдут выборы по федеральному округу, куда внесены 14 политических партий. Дополнительные выборы народных депутатов Якутии пройдут по Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу. Также состоятся 76 муниципальных избирательных кампаний, дополнительные выборы 16 депутатов представительных органов 11 муниципальных районов, глав 37 городских и сельских поселений, в том числе глав 5 районных центров. Сегодня ровно в 8 часов утра открылись 794 избирательных участка республики. Воспользоваться правом выбора смогут более 600 тысяч якутян. По столице и городскому округу Жатай всего начало работу 126 избирательных участков. Из них 4 в местах временного пребывания избирателей. На участках работают 42 комплекса обработки избирательных бюллетеней. Как отметили в городской территориальной избирательной комиссии, с 8 часов утра на избирательных участках наблюдается высокая активность горожан. Многие даже выстраивались в очередь возле избирательных урн. Одними из первых пришли на избирательный участок номер 779 и исполнили свой гражданский долг, приняв участие в выборах, глава республики Айсен Николаев со своей супругой Людмилой Николаевой. Выбирая депутатов Государственной Думы, мы выбираем путь страны на будущие годы. Потому что законодательное оформление работы власти, оно абсолютно нужно. Страна идет вперед, страна развивается, страна стала единой. И, конечно же, от того, какой мы выбор сделаем, зависит очень много. И, безусловно, людям надо приходить, надо выражать свою гражданскую позицию, голосовать. Из-за ковидных ограничительных мероприятий у нас для того, чтобы была сохранена спокойная эпидемиологическая обстановка, голосование идет 3 дня с соблюдением всех норм на всей территории нашей республики. Хочу сказать, что все участки у нас по Якутии открылись, начиная от самых далеких арктических поселков, заканчивая столицей республики. Видно, что народ идет, народ голосует, и это радует. В Амгинском районе 17 избирательных участков начали свою работу. На протяжении 3 дней амгинцы должны выбрать депутатов в Государственную Думу Российской Федерации, а также в Балугурском и Амгино-Нахаринском наслеге проходят выборы глав наслегов. Всего в районе из 10 970 избирателей досрочно проголосовали 26 граждан в труднодоступных местностях. В их числе 5 человек выбрали глав муниципальных образований. На каждом участке организована особая зона, где будут соблюдаться социальная дистанция и санитарные требования. В целях прозрачности выборов на всех участках установлена функция видеонаблюдения. Первые сводки будут известны в 15 часов. В этом году у нас, в общем, выборы получились особенные, да, 3 дня для голосования. И в первый день, вот как только мы открылись в 8 часов, сразу пошел народ. И сейчас уже можно сказать, что вот на этот час у нас где-то человек 30 уже проголосовало, если не больше. Санитарные меры мы все, конечно, учли. Мы все разметки сделали, нам выдали, значит, защитные халаты, маски, перчатки. И все это у нас при входе выдается нашим избирателям. Ручки для одноразового пользования, все антисептические эти моющие средства, дезинфицирующие, все имеются в полном объеме. На 17 сентября выявлено 172 новых случая коронавирусной инфекции. Так, в столице региона зафиксирован 101 случай. В Мегино-Кангаласском районе 13, в Усть-Алданском 9. По 5 заболевших в Мирнинском, Нерюнгринском и Чурапчинском районах. По 4 в Намском, Татинском и Хангаласском. В Алданском районе 3 случая. По 2 заболевших выявлено в 6 районах республики. По 1 в 7 районах. Основными заболевшими в республике
сегодня в большинстве своем, являются дети и беременные женщины. Наиболее тяжело происходит непосредственно течение заболеваний у беременных женщин. Еще раз обращаю внимание, окружение беременных, сохраняя себя, сохраняете и свою вторую половинку, и будущего ребенка. К сожалению, нам не удалось, нашим медицинским работникам, не удалось, сохранить жизнь еще одной будущей мамочки на территории у нас в городе Якутске. Поэтому еще раз обращаюсь на необходимость соблюдения норм и, соответственно, охрану их, как вот таких вот людей, которые, и в том числе и детей, как те, кто сегодня не имеет иммунной защиты в виде вакцинации. Заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников совершил рабочий визит в Мегино-Кангаласский район. Он ознакомился с ходом реконструкции автодороги Майя-Тюнгюлю-Барагон-Харабут. Дмитрию Садовникову доложили, что на данный момент на объекте выполнены укладка водопропускных труб и устройство земляного полотна. В настоящее время проводятся работы по устройству дорожной одежды. Также полным ходом идет перенос линии электропередач. Дмитрий Садовников напомнил, что эту работу планируется завершить до 30 сентября. Первый вице-премьер отметил положительные темпы работы и подчеркнул, что необходимо не только произвести реконструкцию дороги в срок, но и обеспечить высокое качество дорожного полотна. Действительно, пожар был очень крупный. В порядке свыше 35 тысяч гектаров. Из них на нашей территории, то есть на территории нашего района, где-то свыше 7 тысяч гектаров получается. Но сейчас идет подсчет ущерба данного пожара. Второй год сотрудники предприятия ТАСС «Юряхнефтегазодобыча», которое является добывающим активом Роснефти, восстанавливают лес в поселке Южная Нюя. В Ленском районе нефтяники совместно с Арктическим государственным агротехнологическим университетом в этом году высадили более 100 тысяч саженцев сосны. Благодаря экологической программе предприятия территория, пострадавшая от лесных пожаров, вновь станет зеленой. В 2014 году из-за лесных пожаров недалеко от Южной Нюи выгорела часть соснового леса. Его последствия видны до сих пор. Год назад здесь срубили почти все сгоревшие деревья, очистили территорию и высадили саженцы сосны. Чтобы из такого маленького саженца, которому примерно 4 года, выросло дерево до 30 метров, понадобится примерно 120 лет. Сеянцы высаживает трудовая бригада педагогов и студентов Арктического государственного агротехнологического университета. За время двухнедельной практики им удалось засеять 55 гектаров тайги. Из Екатеринбургского питомника привезли 100 тысяч молодых деревьев, которые со временем превратятся в густой лес. Работа непростая – очистить территорию от сухих веток, а потом бережно в заранее подготовленные лунки опускать молодые деревья. И все вручную. Но студенты признаются, ради экологического благополучия родной республики никаких усилий не жалко. Нужно иметь большое терпение для этой работы, но когда видишь, как леса сгорают, хочется приложить для этого свои старания, чтобы помочь лесу, природе. Компания ТАСС «Юряхнефтегазодобыча» уделяет особое внимание сохранению природных ресурсов на территории своей деятельности. Для реализации проекта по восстановлению леса в Якутии предприятие сотрудничает с Арктическим государственным агротехнологическим университетом. Совместно за 2 года они высадили 160 тысяч саженцев на территории 133 гектара. В этом году вырублено порядка 300 гектар. Соответственно, в следующем году запланированы работы на такой же площади на территории Республики Саха-Якутия, на свободных площадях, свободных к лесовосстановлению. Позаботились и о будущем. Сделали минерализованные полосы на всей территории, которые не позволят пожарам распространиться. Сотрудники предприятия реализуют и другие экологические мероприятия. Занимаются восстановлением земель Якутии, участвуют в экологических субботниках, практикуют раздельный сбор мусора на своих производственных объектах. В этом году нефтяники выпустили в Вилюйское водохранилище 750 тысяч мальков пеледи. Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край».
В Горном районе в селе Бердигистях 90 семьям торжественно вручили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилищного фонда. Строительство новых 4-этажных благоустроенных домов было заложено еще в начале прошлого года. Возведение объектов вели компании СТ и холдинг «Строй». В прилегающей территории домов строителями обустроены детская и спортивная площадки с беговым кругом. Территория для автомобилей также полностью асфальтирована. Приехала в 1984 году. С этого года жила по адресу Октябрьская, 3, квартира 1, в двухквартирном доме частном. Там старый дом был, мы там ремонт сделали, окна, двери поставили, очень хорошо жили, все свое там. Конечно, мы сперва топили печкой. Печку сами обновили, муж сделал все. Трудно было, печкой мы как-то не топили раньше. Ну, топили. Привыкли, научились топить печку. За 38 лет жили. Сейчас вот нам предоставляет новую квартиру Семена Данилова, 63/1. Я благодарна. В Минкультуры России завершился финальный этап питчинга отбора кинопроектов среди режиссеров-дебютантов 2021 года. В топ-50 вошла кинолента «Белый пароход» якутянки Инги Шепелевой. Якутянка Инга Шепелева пришла в мир кино прямиком из литературного института имени Горького. Мистическая драма «Белый пароход» претендует на грант Минкультуры России уже во второй раз. В прошлом году для победы в конкурсе молодому режиссеру не хватило рейтинговых баллов и поддержки якутских кинопроизводителей. Мы с Димой решили поддержать и выступить в качестве сопродюсеров. И вот сегодня защитились и надеемся, что этот проект поддержит. И коллаборация с другими специалистами и увеличение бюджета и качества позитивно, да, стяжется для якутского кино в общем. «Белый пароход» станет еще одним примером межрегионального сотрудничества в индустрии кино. Бюджет фильма оценивается в 41 миллион рублей. Команда делает ставку прежде всего на качественное кино и соединение якутских мифов с реальностью 80-х годов прошлого столетия. Инга действительно один из самых талантливых выпускников Московской школы кино, и мы все с нетерпением ждем ее дебютного полного метра. Мы будем снимать, конечно, на территории республики с якутскими непрофессиональными артистами. У нас уже был кастинг в прошлом году, мы выиграли якутский питчинг дебютантов. Оператор-постановщик, так же, как и я, родилась и выросла в Якутии, это Вероника Соловьева. Композитор фильма Андрей Гурьянов писал музыку и делал звук для многих якутских фильмов. Свою прозу одноименный роман «Белый пароход» Инга Шепелева переложила в захватывающий киносценарий. Пробные съемки состоялись еще в прошлом году при поддержке Фонда президентских грантов. Я надеюсь, что мы получим финансирование Министерства культуры. Это будет объявлено уже в самые ближайшие дни. И если мы получим финансирование, то в октябре, ноябре мы будем в экспедиции в Якутии. По сценарию фильма действие разворачивается в обычной якутской деревне. Впрочем, где именно будут проходить съемки новой кинокартины, будет известно уже после оглашения результатов питчинга. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.